Услышать английскую и шведскую речь в новом онкодиспансере в эти дни – привычное явление. Иностранные специалисты устанавливают американский лучевой ускоритель. Он будет единственным в Закамье, с помощью которого пациентам смогут проводить 3D-лучевую терапию и лечить самые сложные опухоли, в том числе головного мозга. Мы сейчас устанавливаем программу Linux для этих машин. Вот это модулятор, в эти минуты мы его подключаем. Это то, что управляет машиной. Это уже третий этап установки. Это похоже на центр управления. Вот распределительный щит, управляющий движениями машины. Мы планируем закончить через пару дней. Сразу после английских специалистов за работу возьмутся инженеры из Швеции. Они установят уже томографы. В прошлом году мы приняли врачей из Казахстана. Сейчас ведем переговоры с медицинским физиком из Колумбии. В основном приезжают врачи из других регионов. Вот и получается всемирная стройка. 4 этажа, 3 отделения, хирургия, радиология, химиотерапия и охват. Более 1 миллиона татарстанцев из 9 районов. В новом онкоцентре будет и противошоковый зал, и своя лаборатория, и отделение кардиореанимации. Высокую оценку новому проекту еще в июле во время визита в Татарстан дал глава Минздрава России. Михаил Мурашко поставил Челнинскую онкобольницу в пример всей стране. Она имеет сертификаты по качеству и безопасности медицинской помощи. Это та тема для медицинских организаций, которую мы внедряем на протяжении последних 3-4 лет. Медицинские организации, осуществляющие внутренний контроль, должны внедрять такие технологии, которые присутствуют в этой больнице. Эту онкобольницу можно будет ставить в пример и как объект, который возвели за короткие сроки. Строить его начали лишь в конце прошлого года, к концу этого уже планируют сдать. И такой опыт возведения медицинских учреждений в рекордные сроки у Татарстана уже есть. В Казани за 100 дней построили и сдали новую инфекционку. Новый онкоцентр в Челнах – самый востребованный объект для Закамской зоны. По статистике, у 175 из 100 жителей Челнов обнаружены злокачественные образования. Выявлять заболевания на начальном этапе и увеличивать продолжительность жизни населения – задача, включенная в национальный проект. На решение этих задач в Татарстане направлена президентская программа в сфере здравоохранения. Сейчас строительство объекта идет с опережением графика. Наталья Мизна, Светлана Звонарева, Эльмира Гайнуддинова, Радик Ганиев, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.